Более 200 человек со всей республики совершили массовое восхождение на Столовую гору. Впервые эта масштабная акция стартовала еще в 2008 году, и тогда же было принято решение придать этому мероприятию статус ежегодного. Организатором восхождения выступил Миннац Ингушетии. Это утро для более 200 активистов со всей республики начинается у подножия Столовой горы, или как ее называют ингуши, Мятлуам. Большинство участников – это молодежь, которая старается вести активный образ жизни. Но именно представители старшего поколения выделяются больше всех. Амару Гурчиеву 62 года. Он впервые покоряет Столовую гору и полностью уверен в своих силах. Прекрасные альпийские луга, свежий воздух и физическая нагрузка. Что еще может быть лучше для человека? Маршрут для участников нелегкий и путь до вершины не близкий. Им предстоит забраться на высоту чуть более 3000 метров. Уже в начале пути в ногах чувствуется усталость, признаются участники. Поэтому приходится время от времени останавливаться, чтобы передохнуть. Бутылка воды, головной убор и палка, чтобы на нее опереться. Без таких атрибутов участникам придется непросто. Крутой склон, извилистая тропа, усеянная острыми камнями, кажется, только добавляет участникам азарта. Давай, Аллаху Акбар. Машаллах. Сбитое дыхание, приятная усталость во всем теле, а в награду покоренная высота. Каждый из участников прежде всего доказал самому себе, что может добиться поставленной цели. Перед взором открываются красивейшие пейзажи Джейравского района. Точка финиша у древнего культового памятника храма-святилища Мят-Сели. Именно здесь, с незапамятных времен, раз в году собирались жители окрестных аул, чтобы в день летнего солнцестояния совершить религиозные обряды. Я мечтала увидеть этот храм, посмотреть, как наши предки, значит, здесь находились, проводили свои сходы, да, и было интересно, много истории, очень красивый пейзаж, горы, просто не передать. За последние 10 лет акция стала своего рода массовым движением, отмечают организаторы. Главная цель – популяризация здорового образа жизни. Немаловажна и историческая направленность – вспомнить о традициях и обычаях нашего народа. Все самое лучшее, хорошее, что нам оставили наши предки, это чистота, это любовь к родине своей, чувство сохранения именно материальной, духовной культуры. Вот именно вот это вот, ставя вот такие дни сегодняшние, такие мероприятия, более чаще это все делая, мы должны это все будить именно в нашем молодом поколении. Я думаю, что у нас это получится. Запечатлев все на фото, участники начинают спуск. И надо заметить, что для многих он оказался ничуть не легче, чем подъем, а внизу их уже ждет сытный обед. Здесь же по традиции прочитали мавлид. Микаэл Тангиев, Рахман Цуров, Новости 24.